На сегодняшний день Абхазия переживает энергетический кризис из-за острого дефицита электроэнергии. Причин этому много. Среди главных – недостаток генерации электроэнергии с НГУРГС, низкая собираемость оплаты за электричество и ветхость оборудования. В связи с этим государство вынуждено импортировать электроэнергию из Российской Федерации, что обходится в немалую сумму. По словам начальника управления энергосбыта Саида Блабба, все средства, вырученные от оплаты за электроэнергию, пошли на покрытие перетока. Государство также выделяет значительные средства на поддержку энергетического сектора. Обращаюсь к населению с просьбой оказать содействие в плане снижения потребления электроэнергии, не использовать ненужные на тот момент приборы бытовые, потребляющие электроэнергию, смотреть за дисциплиной потребления электроэнергии, максимально оказать содействие в оплате, опять же, за потребленную электроэнергию. И, наверное, нас слышат и майнеры, так называемые. Надеюсь на их добросовестность и содействие в плане обеспечения своих устройств. Энергетический кризис в этом месяце достиг критической точки. В целом оплата населением за электроэнергию составляет всего 20%. Такая динамика наблюдается и за юридическими лицами. Резкое падение собираемости в этом месяце негативно влияет на экономическую ситуацию и возможности обслуживания энергосистемы, в том числе оплаты перетока из России, сумма которого составляет 700 миллионов рублей в месяц. В случае отмены продления перетока Абхазия рискует остаться без электроэнергии вовсе. В связи с этим Черноморэнерго призывает граждан быть экономнее с электричеством. Это единственный способ минимизировать последствия кризиса и обеспечить стабильную подачу электричества. Также активно проходит работа по установлению приборов учета, поделился Саид Блабба. Идет процесс, не останавливается, процесс идет по установке приборов учета. Сейчас активность снижена в связи с тем, что участки, подготовленные под монтаж приборов учета, уже исчерпаны. Сперва необходимо, проводим одновременно мероприятия по восстановлению электросетевого комплекса, инфраструктуры в целом под установку приборов учета, и после только идет монтаж самого прибора учета. В связи с этим темпы ниже, чем в прошлые годы. Государство прилагает все усилия, чтобы не оставить население без единственного источника тепла в зимние месяцы. Но в этом вопросе содействие и понимание граждан нашей страны играет не последнюю роль. Ульяна Рожкова, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.